Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Якутске сегодня проходит выездное заседание Всероссийского семейного совета торгово-промышленной палаты. В нем принимают участие представители из 20 регионов страны, 55 семейных предпринимателей разных отраслей. Насколько развито семейное предпринимательство в стране, как государство их поддерживает и как в этом участвует торгово-промышленная палата, мы узнаем у нашей гости Елены Дыбовой. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, почему же торгово-промышленная палата решила работать с семейными предприятиями? Очевидно, что явление семейного предпринимательства очень развито в России. И не только в России, еще и в мире. Действительно, мы провели опрос. Вы знаете, что палата представлена во всех регионах России. У нас более 150 региональных представительств. И по нашим оценкам 74% бизнеса в стране – это семейные компании. Поэтому мы понимаем, что поддержка и развитие семейного бизнеса – это действительно общемировой тренд, и Россия не может оставаться в стороне. А в каких сферах экономики чаще всего работают семейные предприятия? Знаете, семейные предприятия работают везде. Каждый третий батон хлеба – это семейная компания. 90% частных детских садов – это семейный бизнес. Даже ту одежду, которую мы с вами носим, если посмотреть, то 60% это уже производство рук семейных предпринимателей. То есть все сферы бизнеса практически, и особенно сфера услуг, производства, строительства, сфера образования, это все, медицине очень много, это все семейный бизнес. Скажите, а зависит от местоположения региона направление семейного бизнеса? Где-то сельское хозяйство, где-то… Вы знаете, сельское хозяйство, по нашим данным, и с нами согласился Минсельхоз России, 98% фермерских хозяйств – это уже точно семейные фермерские хозяйства. И регионы, вот то, что мы видим, что те регионы, где сильны семейные традиции, кстати, ваша замечательная республика как раз относится к этим регионам, здесь процент семейных компаний выше. Есть регионы, где это другая тенденция, допустим, в Москве там больше уклон в сторону индивидуального предпринимательства, таких более подвижных живых связей, но в целом по стране, еще раз повторюсь, это уже очень значительная часть бизнеса. Елена Николаевна, скажите, а с какими трудностями, помимо общих для малого и среднего бизнеса, сталкиваются семейные предприятия? Вы знаете, конечно, у семейных компаний есть свои проблемы. Мы же с вами знаем, что это такое, когда, допустим, муж с женой работают вместе практически 24 часа на 7, поэтому есть проблемы усталости, есть проблемы, кто из них главнее, кто принимает управленческие решения. Никуда не ушла проблема отцов и детей. Ну и, конечно, главная проблема, сейчас мы уже подошли к этому периоду, когда старшее поколение готовится уходить, когда-то надо отдыхать, и вопрос наследования, он очень важный, потому что разделить бизнес – это не разделить квартиру, это разные вещи, и тут мы занимаемся законотворческой деятельностью в этом направлении. Вот если говорить о законотворческой деятельности, чем сейчас государство может помочь семейным предприятиям? Вы знаете, до тех пор, пока мы не примем закон о семейном предпринимательстве, к сожалению, у нас нет специализированных программ поддержки, поэтому мы сейчас очень активно с Государственной Думой работаем над принятием закона. У нас появились первые законы регионального уровня. Нижегородская область уже приняла закон о поддержке семейного предпринимательства для того, чтобы были именно специальные программы. То есть понятие «семейное предприятие» тоже следует закрепить? Обязательно следует закрепить, в том числе и для решения вот того вопроса, который я сказала о наследовании. Плюс есть еще одна серьезная проблема. Это когда компании растут, дети организовывают свои компании. Очень часто налоговые инспекции говорят о дроблении, об аффилированности. Вот надо снять все эти подозрения и сказать семейному бизнесу быть, пусть развиваются. Скажите, а что, в частности, торгово-промышленная палата делает для того, чтобы поддержать семейное предпринимательство? Вы знаете, мы сейчас по всей стране открываем центры семейного предпринимательства, центры семейного бизнеса. И я хочу поздравить сегодня вашу республику, потому что мы сегодня здесь.
будем заниматься, именно поэтому приехали семейные предприниматели со всей страны. Я очень рассчитываю, что это будет центр притяжения, когда семейная компания или очень маленькая, или средняя, или очень большая, потому что проблемы у многих похожие по семейному бизнесу, я имею в виду наследование и воспитание будущих наследников бизнес-династий. Вот они будут и придут именно в вашу торгово-промышленную палату, тем более, что у нее потрясающий потенциал, очень хорошая такая наработанная репутация и большое количество таких важных и нужных услуг, которые как раз семейному бизнесу нужны. На ваш взгляд, в каких направлениях необходимо развивать семейное предпринимательство? Развивать семейное предпринимательство нужно везде, потому что очень трудно вести бизнес в одиночку. Это вообще трудно делать. Сейчас вот в эпоху, когда такие сложные вызовы перед предпринимателями, вы знаете, очень трудно одному справиться вот с этим большим объемом таких вызовов, которые стоят. Поэтому мы сторонники того, чтобы как можно больше стимулировать прежде всего производство. В России сейчас много возможностей, много вот таких ниш, но для развития производственных компаний нужны специальные программы. И если вот здесь у нас поручителем выступает не один человек перед банком, а вся семья выступает поручителем, то, конечно, это специальные кредиты под специальные проценты. Это можно давать на 10 лет, а не так, как сейчас на год, на 2, на 3. То есть действительно выстраивать такие долгосрочные программы, потому что семейный бизнес, он на века. Можем ли мы сказать о том, что существуют уже готовые, сформированные семейные бизнес-династии? Конечно, семейные бизнес-династии. Ну, в вашем замечательном регионе только сколько вообще действительно очень уважаемых семейных фамилий. Мы с удовольствием смотрим, как они действительно с энтузиазмом, замечательно вообще. У вас есть прекрасные ювелиры, у вас есть замечательные вообще компании, которые оказывают услуги населению. Это целый спектр вообще тех людей, которые всю семью вовлекли вот в свое собственное дело, в развитие, в то, чтобы показать преимущество вообще того, как развивается бизнес в Якутии. А есть ли льготы какие-то сейчас уже для семейных бизнесменов? Сейчас в связи с отсутствием законодательного определения льгот нет, но мы как раз и работаем над тем, чтобы именно появились вот такие специальные адресные программы поддержки, хотя многие регионы вводят сами, допустим, Кузбасс 300 тысяч рублей выплачивает каждой семье, которая решает создать семейный бизнес. Это такая целевая субсидия от региона, своеобразная, в общем-то, помощь и поддержка в становлении вот именно семейных компаний. Вы приехали к нам с очень насыщенной программой. В частности, пройдет и выездное заседание Совета. Скажите, какие же вопросы будут подниматься? Каким, возможно, решением вы готовы уже прийти? Вы знаете, мы уже достаточно вчера начали работать. У нас была очень интересная сессия, которая была посвящена тому, как сформировать коллектив в условиях семейного предпринимательства, как сформировать команду. Сегодня мы, конечно, будем встречаться с правительством вашей республики. И я хочу сказать, что есть действительно серьезная поддержка. Вот, насколько я знаю, Ольга Валерьевна Балабкина очень серьезно занимается развитием как раз всех тех направлений, которые способствуют развитию предпринимательства в регионе, прежде всего социального решения, социальных вопросов. Конечно, мы поговорим, послушаем, какие программы есть в Якутии, расскажем об опыте других регионов. У нас сегодня очень важная тема – это конфликты. Еще раз повторюсь, что конфликт отцов и детей никто не отменял. В бизнесе это достаточно серьезная история. И мы обычно устраиваем такие мозговые штурмы, которые помогают вырабатывать коллективные подходы. Знаете, одна голова хорошо, а когда это большое количество опытных предпринимателей, это очень важно. Конечно, любая поездка – это не просто туризм у нас. У нас приезжают
устойчивый бизнес, у нас приезжают инвесторы в регион. Конечно, уже вчера мы начали взаимодействовать с якутским бизнесом, и спасибо большое вашей торгово-промышленной палате, которая показала нам большое количество, пригласила, познакомила с большим количеством регионального бизнеса. Предприниматели хотят вкладывать деньги в регионы, развивать предпринимательство. Я думаю, что у нас появятся новые такие совместные контакты, потому что те люди, которые к вам приехали, они заняты во всех сферах экономики, и они прям видят возможности вашего региона, где можно дополнительно усиливать и развивать бизнес. Нам также известно, что будет создан центр семейного бизнеса, который будет на базе торгово-промышленной палаты. Раскройте немного детали создания этого центра. Чем же он будет заниматься? С какой целью он создается? Мы очень рассчитываем, что центр – это такое, еще раз повторюсь, место, куда люди могут приходить либо с идеей создания бизнеса и получить там консультацию, поддержку и так далее, либо на этапе, когда уже бизнес состоялся, он есть, но возникают сложные вопросы, потому что палата всегда сильна медиацией. Вы знаете, это очень важно и нужно. Вопрос конфликтов, вопрос взаимоотношений, вопрос, как развивать бизнес так, чтобы это действительно работало, а не разрушало семью, а приносило доходы, увеличивало благосостояние семьи. Мы, конечно, очень хотим и рассчитываем, что Центр семейного бизнеса – это будет действительно такой очаг, который в республике помогает не просто обогреться и развиться тем компаниям, которые есть, но и, знаете, такой возможностью популяризации вот этого движения в России, потому что компании, когда они взаимодействуют, очень высокое доверие. Когда мы знаем, что мы работаем с семейным бизнесом, мы понимаем, что человек не будет рисковать репутацией, имя. Да? Помните, на питерском форуме президент сказал, самое главное, что можно подарить, это имя, поэтому вот его нужно беречь. Благодарю вас, Елена Николаевна, за нашу с вами состоявшуюся беседу. Будем надеяться, что заседание торгово-промышленной палаты в республике пройдет успешно, принесет лишь плодотворные результаты. Я в этом абсолютно уверена. И хочу еще раз пожелать всем жителям, поздравить их с большим праздником, на котором мы тоже присутствовали, и пожелать, конечно, развития региону, счастья, здоровья и процветания всей республики. Спасибо. Напомню, сегодня мы говорили о семейном предпринимательстве. У нас в гостях была Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.